О самых заметных событиях пятницы, 14 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах дня. В Якутию прибыл руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. На совещании у главы Айсена Николаева обсуждалось развитие авиации. Новая жизнь началась у счастливых обладателей квартир в микрорайоне Звездное. Строительство в разгаре. Мы пообщались с некоторыми новоселами. Произведение искусства, которое можно и нужно трогать руками. В Национальном художественном музее открылась инклюзивная тактильная выставка. В Ленске готовятся отметить День города. Провели ряд спортивных соревнований и фестивалей, принять участие в которых мог любой желающий. Соревнования по пулевой стрельбе завершились на спартакиаде по адаптивным видам спорта. В селе Чепчилган самые меткие и точные стрелки оспаривали золотые медали. В Иркутской области устраняют последствия разлива нефтепродуктов. На реке Лени дал течь танкер с дизельным топливом. На месте инцидента установили 3 ряда заграждений. Уточняется, что танкер встал под погрузку дизельным топливом примерно в час ночи накануне. Топливо начало вытекать через 4 часа после этого. Факт разлива нефтепродуктов установил осетровский транспортный прокурор во время мониторинга соцсетей. В Якутию прибыл руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Глава агентства ознакомился с ходом работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутск, проверил реконструкцию и строительство аэропортов в районах. На совещании у главы Айсена Николаева обсуждалось развитие авиации. Подробности встречи у Александра Хавренко. В Якутии продолжаются масштабные работы по реконструкции и строительству аэропортов. На сегодняшний день по 6 объектам работы уже завершены, на 7 объектах реконструкция продолжается. Еще несколько объектов находятся в проекте. Кроме того, Якутия включена в пилотный проект по дистанционному обслуживанию полетов, когда управление полетами в одном аэропорту происходит из другого или из центра обслуживания полетов. В Якутии новейшие технологии будут внедряться на базе Якутского центра обслуживания полетов и аэропорта Маган. И мы сегодня посмотрели, какое оборудование уже установлено. Это связано с обеспечением безопасности полетов, это связано с сокращением расходов на обслуживание воздушного движения. Обсудили также вопросы развития авиакомпании Якутия, Алроса и компании Полярной авиалинии. Мне представляется, что развитие авиатранспортного комплекса в Республике Саха-Якутия идет достаточно успешными темпами. Строительство и реконструкция аэропортов только силами республики была бы невозможна. Поэтому в этом направлении Якутия и Росавиация работают в тесной связке и контакте. Одним из крупнейших объектов программы реконструкции является взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутск. После ремонта и удлинения полосы столичный аэропорт сможет принимать большие магистральные самолеты, а также самолеты Б-200 МЧС России. У руководителя Росавиации возникло несколько вопросов по проблемным моментам, связанных с работами на полосе. Возможные пути их решения были рассмотрены на совещании с главой региона. По аэропорту Якутска у нас график очень жесткий. Мы сегодня уже констатируем, что из-за некоторых вопросов есть вопросы по срокам строительства, но при этом мы все понимаем, что этой осенью работы должны быть завершены, и мы должны уже входить в зимний сезон с полностью реконструированной взлетно-посадочной полосой и со всеми работами по припортовой инфраструктуре уже полностью завершенными. Также на совещании было принято важное решение о переходе аэропорта Якутск во вторую категорию, что позволяет воздушным судам совершать посадку с 2 сторон взлетно-посадочной полосы. Для Якутии, особенно в зимний период, это решение очень важно и позволит сократить требования по видимости в условиях тумана. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Новая жизнь началась у счастливых обладателей квартир в микрорайоне Звездный. Работы в разгаре. На данный момент введено в эксплуатацию 7 домов, а по проекту запланировано 30 многоквартирных и 36 взблокированных домов общей площадью почти 265 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 11 тысяч жителей. Марина Захарова пообщалась с некоторыми новоселами.
Работы идут полным ходом. Помимо самих домов идет обустройство зон отдыха, завершение строительства детских площадок, озеленение территорий березами, рябиной, шиповником и так далее. Тишина, умиротворение, чистый воздух и красивые постройки. Уже сейчас, находясь лишь в начале строительства, микрорайон обещает быть прекрасным местом. Дом нравится, но условия все есть. Доступная среда, прекрасно можно погулять. Вот район понравился, вот деревья, детские площадки понравились. Потому что сухо, чисто и как бы вот озеленение уже привезли, уже преображается намного лучше. Детские площадки, они замечательные. Дети играют, бегают. Вот эти вот, то, что люди, которые вот ездят на колясках, они сами передвигаются. Смотришь, они дышат и сами передвигаются. Прекрасный вот вид, озеро, хороший воздух. Насчет проекта, да, вообще хорошо, молодцы, поддерживаю. Здесь и правда тихая атмосфера, здесь чистый воздух, хороший. Жители приехали с разных мест. Кто с Хаутурина, Жарницкого, кто с 17-го квартала, Сайсар, а кто с поселка Кысылсыр, Вилюйского улуса. Жители отмечают, что, переехав на новое место жительства, были приятно удивлены. Конечно, небо и земля. Да, здесь лучше, конечно. Отказывалась сюда ехать, и плюсом для меня была именно доступная среда. Первоначально не хотела сюда ехать. Мне почему-то не нравился район отдаленности до ИСКа, да? Представляла совсем другое здесь. Район другой. А когда мы переехали, мне понравилось. Во-первых, тишина, спокойствие, да? Машины нету, как бы отдаленности. И воздух другой, совсем чистый воздух. Вот. И район спокойный все-таки. Детям понравилось, конечно. Сам микрорайон будет состоять из 3 секторов, а улицы будут названы в честь известных людей, напрямую связанных с космосом. Жители отмечают некоторые недостатки, на которые стоит обратить внимание, и надеются на их устранение ближе к завершению всех работ. Озеро, я думаю, что приведут в порядок. У нас там и уточки, и кулики, и чайки, и даже цапель видела. Вообще прекрасно. Чтобы автостоянка была. Я бы сюда вот добавил, например, зону отдыха. Завершение строительства сулит введение таких социальных объектов, как поликлиника, школы, детские сады, крытый каток и спортивный зал. Также не забудут и про парки, скверы, где жители смогут провести свой досуг. Микрорайон «Звездный» планирует стать небольшим городом в городе. Марина Захарова, Виктор Дьячковский, Якутск. Медпомощь на территории республики получили 705 участников специальной военной операции и около 1500 членов их семей. Услуги по реабилитации оказаны 227 военнослужащим и 397 родственникам. Санаторно-курортным лечением воспользовались 65 человек. Кроме этого, продолжается работа в группах помощи родственникам бойцов. Всего поступило и отработано более 2000 обращений. Нет ни одного вопроса, который в группах бы не решалось. Поэтому еще раз обращаюсь к мамам, женам, к родственникам участников специальной военной операции. Все вопросы всегда можно решать через группы, которыми руководят заместители глав по социальным вопросам. Сложные или простые вопросы решают эти группы? Безусловно, сложные. Потому что с каждой мамой, с каждой женой, а с каждым родственником нужна индивидуальная работа, индивидуальный подход. Средний медперсонал и специалисты соцслужбы собрались на семинаре в Якутске. Участники и эксперты обсудили проблему эйджизма в медицине, то есть дискриминацию, основанную на определенных стереотипах, о предрассудках, о возрасте. Обратили внимание на уход за паллиативными пациентами, рассмотрели механизмы улучшения качества жизни пожилых людей и инвалидов. Изучили особенности сестринского ухода за пожилыми в Капитоновском доме-интернате для инвалидов. Лежачий человек, нуждающийся в уходовых услугах, должен получать очень квалифицированную уходовую помощь. Целью этого каждый социальный работник должен квалифицированно оказать данную помощь. И в целях этого работники Республиканской клинической больницы нам оказывают очень большую, огромную методическую и практическую помощь.
В Якутии семейные пары в возрасте до 25 лет, впервые вступающие в брак, будут получать единовременную денежную выплату. Соответствующее поручение дал глава региона Исаак Николаев. По данным Минтруда, размер выплаты на каждого супруга составит 50 тысяч рублей. По предварительным оценкам, на эти цели в Якутии планируют выделить 76,5 миллионов рублей. Напомним, новую меру поддержки глава анонсировал на фестивале «Семья года». Подать документы на поступление в 5 любых вузов страны можно на госуслугах. В каждом учебном заведении можно выбрать до 5 специальностей. Это можно сделать без личного посещения приемных комиссий и бумажных документов благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». Заявление можно подавать на любые формы обучения, а также на платное и целевое, программы специалитета и бакалавриата, второе высшее образование. В этом году к сервису подключены 1022 вуза. Для поступления на бесплатное обучение заявление нужно подать до 25 июля. На платное же не позднее 20 августа. Исполнить мечты поможет «Алроса». Более 5 лет компания помогает найти интересную и комфортную работу всем желающим специалистам. С 2018 года «Алроса» совместно с Госкомзанятости населения успешно реализует приоритетный проект «Местные кадры в промышленность». Подробности и результаты проекта в сюжете. В рамках проекта «Местные кадры в промышленность» в «Алроса» с 2018 года трудоустроилось более 12 тысяч жителей Якутии. Подспорьем стала возможность быстрого карьерного роста. Так Андрея Степанова вдохновил отец, и он твердо решил пойти по его стопам. В 2020 году он управлял экскаватором, а теперь контролирует весь процесс и соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности и безопасности дорожного движения на отвальных участках. 42-й Иваныч. Как перегоним сюда 49-й бульдозер, поедешь на ТО в ЦСО. Агафья Егорова отвечает за безопасность и здоровье работников, проверку и обеспечение их средствами индивидуальной защиты. Она рассказывает, что после трудоустройства в «Алроса» ее жизнь изменилась в лучшую сторону. Начав с путешествий, Агафья уверена, что чем дальше, тем больше своих желаний она сможет воплотить в реальность. Условия для работников здесь в вахтовом поселке у нас очень хорошие. Есть общежитие со всеми условиями благоустройства. Также построили спортивный зал. То есть работники после рабочего времени, да, могут потренироваться. Да, в плане комфорта все устраивает. Дружный коллектив и помощь с адаптацией на новом месте – еще одни важные преимущества работы в «Алроса». Компания уделяет большое внимание созданию комфортных и безопасных условий труда и готова быть надежным помощником на пути профессионального совершенствования. Марина Захарова, Георгий Григорьев, НАКын. Свыше 20 объектов культуры введут до конца следующего года в Якутии. Всего ввод 24 объектов планируют по нацпроекту «Культура» и республиканскому движению добрых дел «Моя Якутия в 21 веке». На данный момент продолжает строительство крупнейшего арктического центра эпоса и искусств, который станет одним из узнаваемых брендов не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. Наряду с улучшением инфраструктуры, учреждения культуры совершенствуют работу с населением. Так предоставляют скидки и возможность бесплатного посещения для ряда категорий граждан. Произведение искусства, которое можно и нужно трогать руками. В Национальном художественном музее открылась инклюзивная тактильная выставка. Она адресована посетителям с проблемами зрения, но каждый желающий может посмотреть и ощутить картины. Экспозицию увидела Лена Андреева. Во многих музеях мира запрещено дотрагиваться до экспозиции и картин, но в нашем Национальном художественном музее появилась уникальная возможность дотрагиваться до картин из Золотого фонда музея. И такие адаптивные экскурсии будут проходить ежедневно для каждого желающего. Тактильные модели – это специальные произведения, которые созданы для того, чтобы незрячие и слабовидящие могли наслаждаться также произведениями искусства. Для полноценного восприятия тактильных моделей сопровождаются экскурсиями от специально обученных людей. В Национальном художественном музее уверяют, что все условия есть для такой экскурсии. И особую известность приобрели московские
скажем так, мастера. Это семья Шу, Михаил Шу и Ольга Шу, которые как раз разрабатывают технологию создания этих тактильных макетов, которые созданы новейшими технологиями, новыми полимерными материалами. И, конечно, они учитывают особенности восприятия у людей с особенностями со зрения. Выставка тактильных картин состоит из 5 экспонатов. Они представляют из себя рельефные копии картин, которые находятся в золотом фонде галереи. Стоимость таких моделей составляет около 150 тысяч рублей. Но благодаря гранту благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» музей смог реализовать инклюзивный проект тактильных моделей картин. Мы поддержали уже около 60 музеев. В этом году откроются тактильные экспозиции еще в 15 музеях, в 13 регионах. То есть по факту это такая всероссийская работа, но на территории Якутии это действительно первые тактильные модели. И мы очень рады, что Национальный художественный музей поучаствовал в этом гранте. На открытие выставки пригласили горожан с нарушениями зрения и уже провели первые экскурсии. Мое детство сразу вспомнилось. И так приятно было ощущать, что вот голова коня, так, богатырь, в насадах – это оружие. Вот все присутствует. Эта выставка теперь будет работать постоянно. Ее создали при помощи благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Национальном художественном музее это не первый и не последний инклюзивный проект. Лена Андреева, Семен Семенов, Якутск. А в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики провели медосмотр для сотрудников Национального архива. За один день архивисты прошли сразу всех специалистов. Подробности медосмотра у Марии Кардашевской. Терапевт, офтальмолог, кардиолог, невропатолог, эндокринолог. Одним словом, полный профилактический осмотр организма за одно посещение медицинского учреждения за пару часов. Это на самом деле плановая работа, которая у нас проводится регулярно, так скажем, ежегодно в течение года. Это мероприятие также в рамках реализации регионального проекта укрепления общественного здоровья. Я говорю именно про корпоративные программы. Мы сейчас активно работаем с предприятиями и организациями для того, чтобы охватить больше профилактическими осмотрами трудоспособное население. В первую очередь пациентов принимает терапевт. Делается лабораторное исследование крови, определяется уровень холестерина, сахара. Затем доктор измеряет рост, вес и вычисляет индекс массы тела. По этим показателям мы проводим на аппарате МИДАС реабилитационный тест для всего организма состава. Дальше по показаниям мы направляем специалиста. Можем направить по показаниям на исследование УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы и почек. Руководство Национального архива республики подало заявку 2 месяца назад. И сегодня 31 сотрудник прошел полный медицинский осмотр. Мы нашли это учреждение, очень полезное. Оказывается, мы об этом узнали впервые на бесплатной основе, на основе обязательного медицинского страхования. Оказывает очень качественные оперативные услуги. Бесспорно, возможность пройти полный профилактический осмотр за полдня в первую очередь удобна для работающих людей. В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики организованы все условия для комфортного прохождения полного медицинского осмотра. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. Военизированную эстафету провели среди сотрудников органов внутренних дел республики. Приняли участие около 80 человек из 15 команд. Эстафету преодолели сотрудники территориальных органов по Мигино-Кангаласскому, Хангаласскому, Чурапчинскому, Усть-Алданскому и Намскому районам. Соревновались в 5 дисциплинах. Цель такого мероприятия – стимулировать полицейских к командному взаимодействию и выработать чувство уверенности в собственных силах. Такая эстафета проводится 2 раза в год. Всего на соревнованиях военизированной эстафеты было проведено 5 этапов. Первый – это стрельба из автомата Калашникова. Второй – это стрельба из пистолета Макарова.
Третье – это метание условно ручной гранаты. Третье – прохождение полосы препятствия. И четвертое – оказание медицинской помощи. Уровень подготовки сотрудников Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия считаю как удовлетворительный. То есть все сотрудники прошли этапы достойно, грубых нарушений в прохождениях этапов не допущено. Соревнования по пулевой стрельбе завершились на спартакиаде по адаптивным видам спорта. В селе Чепчилган самые меткие и точные стрелки оспаривали золотые медали. В течение 2 дней сурдоспортсмены в зачетной серии выполнили по 40 выстрелов. За баталиями на огневых рубежах следила наш корреспондент Нургуяна Егорова. В селе Чепчилган в спорткомплексе проходят соревнования по пулевой стрельбе. Сегодня на огневой рубеж вышли мужчины. Ну а этот вид спорта является паралимпийским видом спорта. Впервые она была включена в 1976 году. Но из последних достижений наших российских спортсменов можно выделить Сергея Малышева. Он в 2021 году в Токио завоевал бронзовую медаль. Ну а здесь, на Амгинской земле, кто же станет самым метким, мы узнаем чуть позже. Некоторые впервые стреляют, некоторые во 2-й раз. Ну, всякое тут. Насчет судейства тоже трудности есть, потому что мы не владеем сурдопереводом. Очень трудно с ними разговаривать. Вот, все надо записывать. Команду записываем. Да, действительно, судьи не адаптированы к общению. К сожалению, здесь сурдопереводчиков не имеется, поэтому судьи со спортсменами общаются с помощью вот таких вот табличек. Допустим, вот подготовка 15 минут. Когда начинается зачетная серия, судьи показывают вот такую табличку. Зачет 40 выстрелов, время 1 час, по 2 выстрела в мишень. Ну а спортсмены стреляют из дистанции в 10 метров, и за 1 час они должны уложиться, сделать 4 подхода. Вот следующие ваши действия какие будут? Ну, вот сейчас остается примерно 10 минут до окончания упражнения. Показываю табличку с надписью 10 минут. Вот сейчас прямо вот встала. Пойду спортсмену покажу. 10 минут. Вот так и общаемся со спортсменами. Среди женщин первое место заняла Олеся Слепцова из Среднеколымского Улуса, серебро у Савии Ивановой из Сунтара, бронза у Надежды Алексеевой из Вилюйска. Всего 57 спортсменов участвует на этой спартакиаде. Из них 2 спортсмена по полевой стрельбе, вот, из пистолета. Это 1 женщина и 1 мужчина. Вчера наша участница успешно выступила. Она заняла почетное 3-е место. Вот, она кандидат в мастера спорта России. Самая настоящая драма разыгралась в мужском дивизионе. Единственный из участников мастер спорта из Нернгри. Явный фаворит соревнований Роман Бычев неожиданно проиграл своим оппонентам и стал бронзовым призером спартакиады. Основная борьба шла во 2-й группе стрелков. Золото и серебро разыграли Алексей Стручков из Мегино-Кангаласского Улуса и Василий Прокопьев из Вилюйска. Ульяна Егорова, Михаил Юмшанов, Амга. И еще о спорте. В Ленске готовятся отметить День города. Провели ряд спортивных соревнований, фестивалей, принять участие в которых мог любой желающий. О том, какие именно испытания ожидали участников, узнала наша съемочная группа. Ой, какая скорость! Ловкость, скорость и, конечно, хорошее настроение. Любителям захватывающих трюков и просто активных развлечений на свежем воздухе уже не терпится показать свое мастерство. И погода этому только способствует. Так, в один из дней состоялся фестиваль нестандартных видов спорта, включающий катание на самокате и трюковом велосипеде BMX. Молодые спортсмены, а некоторые из них тренируются всего несколько месяцев, продемонстрировали более десятка различных трюков, многие из которых исполнили в авторской манере. Во-первых, это привлечение детей к активному образу жизни, к активному отдыху, времяпрепровождению, для того, чтобы отвлечь их от компьютеров, отвлечь их от каких-то пагубных дел. Поэтому, конечно, их надо привлекать к различным спортивным мероприятиям и к таким вот нестандартным видам спорта, различным и другим развлечениям, где они могут развиваться, улучшать свои качества какие-то. Когда ты делаешь новый трюк, то все это
не значит, что ты его научился. Надо его еще стабилить, пытаться там увести, чтобы поехать дальше, а не просто остановиться. Типа радость за себя, за других. В другой раз ценителям спортивной езды предстояло помериться силами на велосипедной эстафете. Заряженные на победу команды оказались готовы к любым неожиданностям. В этот же день участники встретились уже на площадке со специально подготовленными препятствиями разной сложности. Соревнования по фигурному катанию на велосипеде потребовали от них максимальной собранности и уверенности в руках. Столкнулась с этими фигурным катанием впервые. Всю жизнь каталась, просто на велосипеде ускорялась, на скорость, скорее всего. А вот фигурное очень интересно. Никогда в жизни вот не переезжала вот, и боялась даже, когда сюда пришла, маленько потренировалась, вот даже получилось что-то. Детей привез, и дочка говорит: давай, говорит, папа, поддержи нас. Ну вот я взял у дочки велосипед, на детском велосипеде съездил. Атмосфера соревнований прочувствована, победители названы. Главное помнить, в жизни всегда найдется место спорту. Мария Паснова, Виталий Андреев, Ленск. И о погоде на выходные. Мы сразу отметим, что теплая погода вернется в Якутию на следующей неделе, а завтра и послезавтра на всей территории республики будет прохладно. Температура воздуха ожидается намного ниже нормы. Синоптики прогнозируют плюс 17, плюс 22 градуса. В западных районах около плюс 13, плюс 18. Теплее всего будет на востоке, Усть-Майского, Ваймяконском и Колымской группе районов, где дневная температура воздуха достигнет около 25 градусов. В Якутске температура будет стоять на отметке не выше плюс 19 градусов, что гораздо ниже июльской нормы. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.